110 сура Корана. Сура «Помощь». Ан-Наср. Это короткая сура, но, несмотря на это, она несет великий смысл. Аллах Всевышний говорит: «Во имя Аллаха милостивого милосердного». Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он принимающий покаяние. В этой суре Аллах Всевышний обрадовал своего посланника благой вести и научил его тому, что надо будет делать, когда сбудется обещание Аллаха. Благой вестью является весть об оказании помощи и взятии Мекки. После этого люди толпами стали принимать ислам. Многие племена приняли ислам. Делегации приехали к пророку саллаллаху алейхи вассалям, и взятие Мекки стало причиной этого. Поэтому Аллах повелел благодарить его за эту огромную милость, воздать ему хвалу и молить его о прощении. Также эта сура стала извещением о том, что жизнь пророка саллаллаху алейхи вассалям подходит к концу. И самое достойное ее завершение — восхваление Аллаха и спрашивание прощения. Также эта сура знамение, поскольку в ней исполнилось обещание Аллаха о победе. В начале ислама мусульман было мало. Они были слабыми, их притесняли. Но Аллах Всевышний обещал мусульманам победу. И это обещание исполнилось. Те, кто проявил терпение, стойкость, были уверены в обещании Аллаха и увидели воочию, как пришла победа. Даже если мы посмотрим на сегодняшнюю действительность, мы увидим, как исполнилось обещание Аллаха. Обещание Аллаха — истина, как исполнилось это обещание в Афганистане, в Сирии, где мусульмане были слабыми, притесненными. Враги ополчились против них, но когда они положились на Аллаха, сделали причины, вели борьбу на пути Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах даровал победу. И сегодня мы также не должны отчаиваться, видя страдания наших братьев в Газе. Аллах Всевышний непременно дарует им победу. Непременно дарует им победу. После неспослания этой суры в каждом намазе пророк саллаллаху алейхи вассалям часто повторял слова «Субханак Аллахумма, Раббана ва бихамди, Аллахумма гфирли». Он повторял эти слова, следуя велению Аллаха в 3-м аяте этой суры. «Восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения». Это указывает на то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям стремился воплотить каждое веление Аллаха в делах. И это одна из главных целей, ради которой был ниспослан Коран. Сегодня многие мусульмане читают Коран, заучивают его, но не размышляют над Кораном и не стремятся претворить его в действие. Но, как мы видим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в каждом намазе выполнял веление Аллаха субхану ва тааля. Это говорит о том, что главная цель Корана — это воплощение его в делах. Когда придет помощь Аллаха и настанет победа. Помощь Аллаха. Сколько усилий приложил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники. Сколько из них стали шахидами. Какие страдания они перетерпели. На какое самопожертвование они пошли, чтобы достичь этой победы. И после всего этого Аллах говорит, когда придет помощь Аллаха, то есть победа от Аллаха субхану ва тааля. И мусульманин должен всегда помнить это. Не должен полагаться на свои силы и забывать про Аллаха. Важно вспоминать милости Аллаха, просить у Него, так как победа приходит именно от Него, а люди являются причиной этого. А усилия людей, усилия мусульман, они являются причиной для этого. И поэтому, если мусульман достиг чего-либо, то все это по милости Аллаха субхану ва тааля, и к Нему надо относить эти блага. Также из этой суры мы делаем вывод, что нужно стремиться к победе и к тому, чтобы люди принимали ислам. Но это не является условием продолжения пути. И отсутствие этого не является свидетельством права. Что требуется после победы? Аллах Всевышний говорит: «Восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения». Тасбих и истигфар. В начале ислама, в начале призыва, Аллах также велел пророку, саллаллаху алейхи вассалям, совершать тасбих. В Мекке ему были ниспосланы аяты, где было сказано: «Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Так восславь же Господа твоего хвалой и будь из числа тех, кто совершает земной покой». Одно и то же веление в тяжелом положении и после победы. Это говорит о важности этого зикра. То, что мусульманин должен постоянно говорить этот зикр.
Субханаллахи ва бихамди. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о лучшем виде поминания, он сказал те слова, которые Аллах избрал для ангела. Субханаллахи ва бихамди. Удели внимание этому зикру в своем сердце, так как это великий зикр, и он относится к утренним и вечерним словам поминания. И попроси у него прощения. В конце этой суры Аллах велел делать истигфар. Почему? Ведь пророку, саллаллаху алейхи вассалям, были прощены его прошлые грехи. У истигфара могут быть другие причины. Во-первых, человек всегда должен помнить то, что он слаб, и постоянно нуждается в милости Аллаха. И делая истигфар, он приближается к Аллаху, вспоминает свою слабость. Также одной из причин истигфара является то, что человек не помнит все свои грехи. Возможно, он делал грехи и забыл про них, не делал истигфар. И сейчас, совершая истигфар, он надеется, что Аллах Субхану ва Тааля простит и те грехи, про которые он не помнит. Также одна из причин истигфара, делая его, мы просим прощения у Аллаха, понимая, что должным образом не совершаем поклонение. Делаем упущение во время поклонения. Одним из зикров после намаза является слова «Астагфируллах». После хаджа также Аллах Всевышний велел делать истигфар. Потому что человек делает упущение, должным образом не выполняет поклонение перед Аллахом Субхану ва Тааля. И делает истигфар, мы просим Аллаха, чтобы Он простил нам эти упущения. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет наши дела, простит нас и ведет нас в Его райские сады. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля ахли ва сахби аджмаин.